гостях у программы «Вечерний экспресс» Манана Алексеевна Квициния, президент благотворительного фонда «Абхазия». Добрый вечер, Манана Алексеевна. Спасибо, что вы пришли к нам в студию и нашли время, так как, я понимаю, вы очень занятый человек. Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо, добрый вечер. И первый вопрос, Манана Алексеевна. Как вы оказались вообще, и кто вы по профессии? За мою долгую жизнь у меня очень много профессий. С какой начать? Я не знаю, хотя бы по предпоследней. Предпоследней я психолог по образованию, работала замдиректором оздоровительного центра в Москве, а сейчас я здесь живу и работаю уже 6-й год в Абхазии. Вы сейчас работаете, вы же представляете какой-то фонд, да, благотворительный? Да. Как называется фонд? Благотворительный фонд «Абхазия». Он существует с 2009 года. Я достаточно долгое время была председателем попечительского совета, а с июня прошлого года я президент этого фонда. Какие у вас удачные проекты были? То, что вы можете назвать так вот на быструю руку, так скажем. Скажем, у нас вот сейчас прошел проект. Буквально перед Новым годом мы отвезли в деревню к детям учебники. Это учебники с 1 по 11 класс. Школа очень нуждалась. Это Атарская средняя школа Ачимчирского района, Атаро-Абхазская средняя школа. И 14-я школа, которая, в принципе, нам делала заявку по учебникам. Потому как мы давно искали путь, где бы достать эти учебники. И Департамент внешэкономических отношений при правительстве города Москва нам, в общем-то, выделил этот проект. То есть это ваш последний проект, да? Да, это последний проект. А какие слои населения вы охватываете? Абсолютно. Есть у вас там какое-то определение? Допустим, сейчас есть некоторые организации, которые занимаются многодетными семьями, да? Или же семьями, которые находятся за чертой бедности. У вас какая категория? Я вам сейчас скажу. Дело в том, что у нас больными детишками занимается очень хороший фонд Ашана. Да, вот я смотрю, что они делают. Это замечательная работа. Но помимо больных детей есть и дети абсолютно здоровые, но не удел. И мы, в общем-то, стараемся дать им какую-то консультацию и психологическую поддержку, потому что не все закончили хорошо школу, не все умеют получить профессию. И как-то вот направить это скажем, мы этим довольно часто занимаемся, ездим по селам. Но, Манана Алексеевна, это же определенные средства. Где вы их находите? Это наши личные средства. Вот такого рода деятельность, как оказание юридической поддержки и психологической. Я психолог, у меня там есть ребята-юристы, которые входят в попечительство. То есть это вы делаете совершенно бесплатно? Делаем совершенно бесплатно. Абсолютно бесплатно. А вот бытует мнение, да, в обществе, что, в принципе, это в любом обществе, как можно отделить муху от котлет? То есть как можно определить, допустим, этот благотворительный фонд? Честный, нечестный, потому что они ищут доноров. Знаете, очень хороший вопрос. Дело в том, что если это связано с донором, допустим, то существует элементарная бухгалтерия. Поэтому есть прозрачность? Конечно, абсолютнейшая прозрачность. Есть работы, которые оплачиваются. Есть то, что делается абсолютно бесплатно членами попечительского совета. У вас есть, да? Да, конечно. Попечительский совет? Конечно. А кто туда входит? Туда входят педагоги, врачи, юристы. Вы подавали какие-нибудь заявки в международные фонды, допустим, или там российские фонды? У нас очень много заявок отправлено, но не на все, не на многие приходят ответы. Подающих очень много, а в силу того, что мы далеко, скажем, находимся от центра Вселенной, поэтому мы получаем очень мало проектов. А в силу того, что в Абхазии это очень слабо развито, я хочу отдать должное фонду благотворительному Ашана, они, конечно, очень хорошо раскачивают. Да, они молодцы. Вообще сейчас такая тенденция, что в Абхазии появляются новые фонды. Да? Это же хорошо. Насколько мне известно, вот сейчас активисты в интернете, на Фейсбуке создали группу, и они только-только раскачиваются. У них есть уже даже успехи, у них даже есть уже очень серьезные такие акции. Вообще, чем обусловлено, что создаются вот эти фонды? Это что, население как бы само приходит к этому и что-то подталкивает? Или совсем уж такая ситуация у нас в стране, что
государство не в состоянии вовремя усмотреть, и тут общественники, и вообще государство, и общественники, как они должны взаимодействовать? Вот хотелось бы эту тему раскрыть более. Сразу несколько вопросов, я попытаюсь ответить по очереди. Начнем с того, что у нас в государстве на самом деле тяжелейшая ситуация социального характера. Почему? Допустим, во многих районах Очимчирского района дети не пошли даже в школу. Ни в этом году, ни в прошлом году. У вас есть свой банк данных? Да, конечно. Мы изучали эту проблему. И я хочу сказать, что у детей не было ни обуви, ни одежды, ни учебников. Вы понимаете, да, как мать может отправить ребенка, у которой там 4-5 детей в школу, если ей не во что их одеть. То есть это серьезнейшая проблема, и слава Богу, что в нашей стране есть люди, которые думают над тем, как помочь этим людям. Вот это и обусловлено тем, что появляются какие-то такие фонды. Вот вы, например, Манана Алексеевна, решили провести некую акцию, и вам нужна какая-то информация, да, где нуждающиеся. Вот я, честно говоря, буквально месяц назад сам занимался, и я удивился, что наши государственные органы, особенно местные власти, не информированы, какие нужды у населения на местах. То есть в собственных же селах не знают, какая ситуация. Смотрите, в селе есть школа, в селе есть председатель. Мы начинаем обычно со школы с председателя. И оттуда уже идет информация. Мы собираем информацию о том, кто вообще раздет. Но я не буду говорить и рассказывать, что это большое дело мы сделали, собрав одежду у своих близких, у друзей и знакомых, отвезли и раздали. Потому что люди нуждаются в этом. В комплексной помощи. Конечно. Конечно. Я хочу сказать, что у нас каждый третий за чертой бедности. Сегодня президент Путин говорит о том, что общественные организации и благотворительные фонды должны иметь более широкие возможности. Я думаю, что и у нас бы могли бы подумать над тем, чтобы общественным организациям и благотворительным фондам дать более широкие полномочия. Почему? Потому что в благотворительный фонд идут, как правило, люди уже бывалые, люди, у которых есть какой-то жизненный опыт, которым, собственно, не нужно выискивать из фонда какие-то средства лично для себя. Можно предусмотреть, узаконить какие-то пути для того, чтобы люди могли и в фонде зарабатывать. А в некоторых странах существует такой закон, где предприниматель, когда облагаемая его деятельность, некая какая-то планка есть до определенного процента, который государство всего не снимет, если он это зачислит в какой-нибудь благотворительный фонд, и это докажет, что эта сумма ушла, значит, в этот фонд. А если было бы в Абхазии, как вы думаете, найдутся предприниматели, которые напрямую отдадут нуждающимся, чем, допустим... Вы знаете как, напрямую отдать нуждающемуся, наверное, это хорошо. Нет, через фонды, естественно, которые будут... Да, я считаю так, что если предприятие имеет какую-то прибыль, выше определенной какой-то суммы, допустим, выше 1 миллиона, да, если бы у них было бы право, допустим, 2-3% из прибыли отдавать в фонд, и это зачитывалось бы как налог, да, это было бы замечательно. Угу. В России, кстати, действует такой закон. Нуждается или нет сегодня эти благотворительные организации в некой координации, чтобы была какая-то координация, что эти группы не работали врознь и действительно оказывали помощь непосредственно тем людям, которые, допустим, вы знаете, что эта семья нуждается в помощи, а тот фонд, который они не знают, что вы могли указать им дорогу, куда направить. Хороший вопрос. Я думаю, что следует, может быть, назвать это как-то ассоциацией, наверное, благотворительных фондов, и объединяться все вместе, безусловно, это очень хорошо, потому что, дополняя друг друга, делясь информацией, мы могли бы сделать гораздо больше, чем, допустим, кто-то в одиночку тянет. Я знаю очень многих людей, которые сами тянут и помогают, и продают свои вещи, свой антиквариат, свои картины и прочее, и помогают людям. Но это сложно, нужно это делать, объединившись. И помочь, собственно говоря, государству. Да, конечно, и помочь государству. Навести порядок в этой области. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам. Спасибо Всего вам. Доброго.